Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для рыб. Посмотрим, что ждет в этот месяц. Туз пентаклей выпадает как карта месяца рыбам. Это будет начало месяца, это будет середина месяца, окончание месяца. Так. Посмотрим, что для отношений нам приготовил месяц, для работы и для финансов. Итак, у нас туз пентаклей выпадает как карта месяца, а это значит, будут открываться какие-то новые возможности для работы, для финансов. Это карта, которая означает счастье, да, то есть мы действительно можем получить что-то такое в свое распоряжение, да, что сделает нас счастливыми. Вот что больше всего нам хочется, то к нам и будет приходить. Эта карта пентаклевая, то есть это материализация наших каких-то желаний. То есть, видимо, мы уже здесь, какая-то идея у нас была, мы уже постарались, вложились, да, и вот сейчас есть возможность у нас реализовать то, что мы задумали, то, что мы мечтали давно. Туз пентаклей может говорить и о недвижимости, и о крупной сумме денег, и о каком-то статусе высоком, да, должности какой-то высокой. Карта очень хорошая, она говорит о каких-то новых возможностях, новых способах заработка. Может быть, новая работа у кого-то, новый бизнес. А если говорить о теле, да, то это новое тело. То есть мы можем там сбросить вес, как-то рельефнее сделать свое тело, мы можем здесь выздороветь и так далее. То есть действительно карта очень хорошая. Также здесь мы можем покупать какие-то вещи, может быть, дорогие, которые для нас очень важны, но и те вещи, которые нам просто необходимы. Это может быть одежда, да, это может быть какие-то вещи, которые вот первой необходимости. Здесь может быть и не только недвижимость, это может быть и ремонт дома, это могут быть какие-то покупки, связанные с мебелью, допустим, с обустройством жилища и так далее. Давайте посмотрим, что будет в начале месяца. Здесь выпадает у нас карта умеренности. То есть карта, когда у нас все складывается, все ладится, все, как мы наметили, происходит, нам помогают люди, обстоятельства складываются нужным образом и так далее. То есть вот карта, которая говорит о том, что все у нас получится обязательно. Здесь, может быть, будут решаться какие-то вопросы, связанные с обучением, преподаванием. Если, допустим, вы хотели совершить путешествие куда-то, есть возможность такая, причем довольно-таки просто это может получиться. Экзамены, да, если сдаете, тоже можете сдать. Все как бы хорошо, там защита может быть дипломов, допустим, да. Здесь также может быть какие-то, знаете, новые убеждения приходят. Вот, допустим, у вас были какие-то убеждения, которые вам мешали раньше там зарабатывать, да, или занять какой-то более высокий пост, или еще какие-то решить важные для себя вопросы. Так вот, в первой части месяца у вас меняются убеждения, какие-то очень такие глубинные, застарелые, да, они благодаря тому, что происходит, да, они меняются. То есть что-то происходит в вашей жизни такое, что вас удивляет, то, что вас меняет. Это и люди, кстати, могут такие появляться, которые вот на вас очень сильно повлияют. Вторая часть месяца, середина месяца, это шестерка мечей. Карта перемен, карта улучшения жизни, карта каких-то решений очень важных. Эта шестерка мечей у нас говорит о том, что мы можем заключать какие-то новые договоры, мы можем подписывать какие-то соглашения. Эта карта, кстати, очень часто показывает еще и желание, допустим, у тех, кто встречался раньше, съехаться вместе, да, вместе жить.
Здесь, в общем, разного рода переезды, может быть, командировки, смена работы, в общем, любые перемены, которые вы планировали, они здесь все происходят. И в окончании месяца у нас выпадает двойка пентаклей. Карта, когда мы привыкаем к новому положению, карта, когда мы пытаемся как-то стабилизировать ситуацию и финансово, да, в общем, когда мы приспосабливаемся. Двойка пентаклей у нас карта все-таки денежная, да, у нас, знаете, как уже произошел какой-то сдвиг в жизни, да, улучшение, какое-то расширение возможностей произошло, но пока еще не очень сильно проявилось. То есть это как бы начальный этап. Поэтому вот здесь у нас как бы такой период еще, когда мы не поняли, хорошо нам или плохо. Но на самом деле, конечно же, все улучшается здесь. Мы уже как-то на новом уровне на этом, да, уже адаптируемся. А теперь отношения. В отношениях выпадает шестерка чаш, карта, которая говорит о том, что у нас все будет очень гармонично, у нас будут отношения с партнером устойчивые, да, ориентированные на семью, на какие-то семейные ценности, на детей. Мы будем думать о каких-то вещах таких простых, земных. Это недвижимость, это какие-то траты, которые нам необходимы для того, чтобы как бы всем было удобно, счастливо, комфортно, да. Это может быть приобретение какие-то для детей, для дома и так далее. Также карта говорит о том, что мы можем как-то возвращаться в прошлое, либо своими чувствами, да, либо с помощью каких-то обстоятельств, других людей, либо мы приезжаем на старые места на какие-то, либо встречаемся со старыми знакомыми, и это вот накладывает отпечаток на наши взаимоотношения. Для тех, кто в поиске партнера, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что действительно вы можете встретить какого-то старого друга своего, да, и у вас могут вспыхнуть чувства какие-то романтические, эмоции такие появятся. Хорошая очень карта для того, чтобы начинать взаимоотношения. А для тех, кто в паре, король бубновый. Карта говорит о том, что вы можете решать какие-то вопросы с поездками. Да, вот, кстати, вот поездка может быть в то место, где ваша родина, ваш дом детства, да, может быть, где вы учились, где живут ваши родители. А также это карта каких-то продаж, может быть, покупок, да, может быть, вы действительно здесь что-то будете покупать крупное, и это вот как бы сделает ваш месяц, скажем так, да, то есть это будет как главным событием. То есть вот эта карта денежная. Карта, когда мы решаем какие-то очень важные денежные, финансовые вопросы, которые касаются нашей пары, нашей семьи. Может быть, кстати, даже от семьи будут приходить еще деньги какие-то. Для тех, кто в ссоре, восьмерка пиковая, карта говорит о том, что, скорее всего, в ваши отношения постоянно кто-то вмешивается, и вам сложно тут, в принципе, как-то что-то наладить. И, может быть, у вас напрямую нет контакта, нет возможности помириться, может быть, вам действительно через друзей, допустим, придется ну, как бы налаживать связь, налаживать контакт с этим человеком, да, либо попытаться сделать так, чтобы какой-то ваш человек из вашего окружения помог партнеру вашему, да, понять вас, то есть вы можете как-то постараться объяснить это через посредников, через кого-то. Хотя это всегда, конечно, опасно, потому что ваши слова могут быть неправильно поняты, да. Но вот такое ощущение, что это для вас, ну, как бы выход. Потому что ваш друг как будто бы не хочет вас слушать, ваш партнер, да. Или, может быть, знаете, вы можете помириться на каком-то там празднике, на какой-то там тусовке, что-то такое, да, где вот много людей собираются. Вы можете помириться как раз как-то так незаметно, скажем так, да.
Теперь для работы у нас выпадает 4 пентаклей. Карта хорошая, стабильная. Карта говорит о том, что у вас есть уверенность в себе, в своей компетенции. И даже если у вас какие-то здесь переходные ситуации, вы не переживаете. Вы знаете, что у вас всегда будет работа, вы будете востребованы. Возможно, у вас отложена какая-то сумма денег, да, для того, чтобы вам ни о чем не переживать. Также у нас 4 пентаклей – это карта, когда мы чего-то достигли, да, вот, допустим, у нас были какие-то победы вот в профессиональной деятельности, и сейчас мы как бы пользуемся плодами этой победы, то есть, скажем так, у нас пока что такая полоса ровная, да, то есть у нас пока нет подъема, но мы как бы приходим в себя, да, пытаемся понять, чего мы дальше хотим, куда мы дальше хотим расти. Для тех, кто в поиске работы, 9 бубновая. Карта говорит о том, что для вас заканчивается наконец-то период безработицы, наконец-то вы получаете стабильную работу, которую заслуживаете. Для тех, у кого уже есть работа, у вас дама червовая, карта, которая говорит о том, что у вас могут быть какие-то неожиданности в работе, улучшение ситуации вот в плане, может быть, финансов или, может быть, в плане вашего статуса. Может быть, кто-то приходит в ваш коллектив новый, да, но ну, как бы на вас это сильно не действует. То есть вы как были в стабильной позиции, так и остаетесь. Даже вот улучшения могут быть в плане финансов, в плане устойчивого положения. Для тех, кто своим делом занят, 10 пиковая. Карта говорит о том, что у вас как раз пришло время выходить из того стабильного положения, которое есть. То есть, или хотя бы задуматься о каких-то переменах, о том, чтобы, может быть, начать взаимодействовать с партнерами издалека или с клиентами издалека, да, расширить как-то свою сферу деятельности, может быть, с какими-то зарубежными клиентами, партнерами начать работать. В общем, карта, которая говорит о том, что вам нужно изменить, может быть, порядок действий, да, которые вы осуществляете вот при своем, ну, при своем, ой, запуталась. В общем, вам нужно изменить сам процесс, да, процесс, который уже привычен стал для вас. И это даст вам новые какие-то возможности, вы получите новые результаты. Какие-то большие перемены могут быть. А может быть, знаете, кто-то из вашего близкого круга, тот, кто в вашем бизнесе вот вместе с вами находится, да, может быть, он как-то слишком засиделся на одном месте, может быть, нужно повышение, да, или нужно изменение обязанностей, или, может быть, в коллективе как-то слишком все однообразно стало, может быть, тоже там нужна какая-то свежая струя, да, то есть здесь важны очень перемены, расширение возможностей. Может быть, кому-то подучиться нужно. Для финансов выпадает карта жрица, карта, которая говорит о том, что для того, чтобы у вас появились дополнительные доходы, необходимо заняться образованием, может быть, изучить какую-то профессию, которая вот вам по сердцу, да, которая вам действительно как, знаете, как ваше самовыражение будет, да, что это не только для денег, но и для души должно быть. Вот, может быть, будет второй источник дохода у вас в этом месяце появляться. Либо будете делать выбор между тем, что у вас было раньше, и тем, что будет. Да? Может быть, это другая работа, и, соответственно, что и зарплата другая. Может быть, выбор какой-то будете делать здесь. А для тех, кто на зарплате 6 бубновая, но у вас однозначно здесь улучшение, новые возможности появляются, какие-то непредвиденная какая-то ситуация, непредвиденный источник дохода. Очень удачно все складывается. А для тех, у кого свое дело, вот, скорее всего, у вас здесь будет какой-то общий семейный доход, да, не только вы будете зарабатывать, но и вот кто-то из вашей семьи или ваш партнер. И может быть, кстати, здесь доход как дом, может быть, вы будете покупать дом или продавать дом, или, может быть, это будет какой-то подарок, да, может, по наследству будет переходить что-то вам.
Да, здесь действительно вот может быть такой достаток денежный, и плюс еще и не только вы зарабатываете, но и кто-то из ваших близких людей. Друзья, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Замечательного месяца вам. Всего вам доброго. До новых встреч.